Черно-оранжевые цвета георгиевской ленточки как символ военной доблести, самопожертвования и отваги. На футболках волонтеров изображены именно те герои, которые подарили нам мирное небо над головой. Понимая это, жители Магаса охотно присоединяются к акции. У нас многие воевали, это День Победы, наши дедушки, дяди и отцы боролись за победу, пришли к ней. На их футболках изображены ветераны. Николай, он же Зяудин Гайтукиев, который за самоотверженность и мужество был награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней. Медалями за отвагу, боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над Германией, а также Японц Абадиев, офицер, кавалерист гвардии, подполковник, первый командир 255-го отдельного чечено-ингушского кавалерийского полка. Дважды был представлен к званию Героя Советского Союза. Подвигах прошлых поколений. Но я считаю, что благодаря их подвигу мы сейчас живем в мирное время. Акция «Георгиевская ленточка» проводится городской мэрией, посвящена 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, представители администрации уведомляют жителей города об онлайн-голосовании в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Сейчас проходит онлайн-голосование, как я ранее говорил, и хотелось бы призвать жителей нашей столицы, нашей республики активнее голосовать за те или иные объекты благоустройства, за которые они думают, что они должны быть благоустроены. Там у нас по городу Магас 9 территорий сейчас стоит, и из них жители могут выбрать ту или иную территорию, за которую они хотят проголосовать. Впервые акцию провели в Москве в 2005 году. Если раньше это была просто память о наших ветеранах, об их подвигах в Великой Отечественной войне, то сегодня смысл и значение георгиевской ленточки претерпели некоторые изменения. С началом военной специальной операции на Украине подвиг отцов и ветеранов повторяют наши бойцы. Адам Мережков, Абдулла Халыхоев, Новости 24.